Не зря считается, что во время войны перо приравнивается к штыку. Во время Великой Отечественной войны потребовалась не только тотальная перестройка всей жизни страны для организации отпора врагу, но и быстрое включение писателей в антифашистскую работу. По всей стране литераторы выпускали различные произведения, которые поднимали боевой дух солдат и мирного населения. В 1941 году профессиональных писателей среди ингушей было всего несколько человек, но все они сразу подхватили антигитлеровскую риторику. К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов председателем правления Союза писателей ЧССР был молодой поэт Джамалдин Хамурзаевич Яндиев. Он оперативно провел экстренное заседание Союза писателей, на котором было отмечено, что в сложившейся ситуации каждый гражданин обязан все свои силы направить на победу над врагом. Писатели обязывались быть фронтовыми корреспондентами, активно выступать в печати и с трибун, создавать произведения героического и патриотического характера. Писатели и поэты Ингушетии Хамзат Асмиев, Хаджи Бекир Муталиев, Магомед Лиянов, Ахмед Мальсагов писали пламенные призывы, мобилизующие народ на борьбу с врагом. Особенно интенсивно в те годы работали Джамалдин Яндиев и Идрис Базоркин. У писателей была бронь от мобилизации, но многие из литераторов добровольцами уходили на фронт и уже с передовой воевали с врагом не только оружием, но и словом. Большое отражение в литературе военных лет получило одно из самых первых сражений Великой Отечественной войны – оборона Брестской крепости. Осмыслить подвиг ее защитников в научных и художественных источниках Ингушетии и Беларуси – такова цель сегодняшней международной конференции. Рада приветствовать вас, лица читателей и сотрудников Брестской областной библиотеки имени Максима Горького. На связи по видео из Беларуси заведующая сектора краеведения Брестской областной библиотеки Ирина Желенговская перечисляет именитых российских авторов, в чьих трудах нашел отражение подвиг защитников цитадели, и отмечает, что в их библиотечном фонде почетное место занимает сборник Халида Дудаевича Ашаева «Слово о полку чечено-ингушском». Фонд Брестской областной библиотеки сборник был подарен официальной делегацией Чеченской Республики несколько лет назад. Сегодня он пользуется большим спросом у наших читателей и представляет ценность для краеведческих исследований. Это научно-просветительское мероприятие. Оно проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительствами Республики Беларусь и Республики Ингушетия, подписанного в 2024 году. В целом это мероприятие направлено на то, чтобы наше подрастающее поколение знало вот эти очень важные факты, эти страницы героических подвигов уроженцев Ингушетии, именно и их вклад в победу в Великой Отечественной войне. Брестскую крепость защищали свыше 3500 советских воинов, более 100 из них – уроженцы Ингушетии. Впрочем, точное количество бойцов с ингушской земли, вставших на оборону цитадели, до сих пор не установлено. В советские годы на это было наложено табу, но сегодня для историков все двери открыты. В начале 90-х годов тех демократических преобразований, которые произошли в нашей стране, у наших ученых и у тех структур, которые занимаются этими вопросами, появилась возможность работать в архивах как нашей страны, так и ближнего и дальнего зарубежья, и изыскивать эти фамилии, и выводить этих людей, то есть этих героев, из забвения. Сотрудничество России в лице Ингушетии и Республики Беларусь ради сохранения исторической памяти длится уже не первый год и будет активно продолжаться дальше. Специально для этого разработан план совместных мероприятий. Помимо сегодняшнего мероприятия планируется гастроли театра юного зрителя на осенний период. Они намечены в городе Минске. Всем, кто намерен доподлинно установить имена защитников цитадели, уроженцев Ингушетии, предстоит большая и кропотливая работа. Легко не будет. Не было легко и всем защитникам Родины. Ради памяти об их подвиге стоит перелопатить тонны архивов. Анастасия Шишина, Сулейман Костоев, Магаз 24.